Креативных индустрий у нас в Якутии. Сегодня мы поговорим с мастером-косторезом о косторезном искусстве нашей Якутии Лазарем Лазаревичем Гантаяровым. Здравствуйте, Лазарь Лазаревич. Расскажите, пожалуйста, как ребята учатся изготавливать вот такие замечательные вещи? Вот прекрасный исполин когда-то гулял по территории нашей республики. Благодаря художникам мы можем увидеть, вот как они выглядели. В нашем колледже обучается косторезный с 1 по 4 курс. С 1 курса они начинают делать самых простых, однофигурные простые композиции, и они могут копировать из знаменитых мастеров изделия, которые были. Они копируют, делают, потом уже они сами уже создают свои вот эти композиции, миниатюры, работы свои, начиная с одного фигурного и вплоть до многофигурного сложных композиций разных материалов. Рога лося, рога горного барана, оленя и бивня мамонта. А вы забыли еще рога коровы. Рога коровы, да. Там используется, делаем из них, например, вот для поставки карандашей или вот письменные наборы, вот такие изделия делаем. Скажите, Лазарь Лазаревич, а когда вообще зародилось косторезное искусство в нашем регионе? В нашем регионе, само косторезное искусство зародилось еще древних, до нашей эры где-то, да? А там были вот наконечники стрел, иглы, чтобы шить, да? То есть такое бытовое предназначение, да? Бытовое предназначение. Потом зародилось в России, где-то вот уже начиная, не просто пришли, просто делали инструменты, какие-то принадлежности, это было уже в 12 веке. Потом уже начали вот 17-18 веке, там уже начали делать украшения, уже многие вот эти холмогорские, тобольские, чукотские, вот эти уже искусства, школы появились. То есть ни одно поколение мастеров потрудилось для того, чтобы сегодня мы наблюдали вот такую вот красоту. Это и в основном ювелирные изделия, или изделия, которые предназначены для украшения интерьера. Вот косторезное искусство, когда вот еще в 18 веке, она ценилась, и вот награда косторезному резчику была больше, чем у ювелира. Почему так? Потому что там вот какое-то вот именно вот искусство зародилось, косторезное, и сделалось вот именно вот все руками, все резалось, там пилилось, все ручная работа полностью. И тонко, такие, тонко все. Работа над скульптурой миниатюрной. Вот такие вот уже заказывали, там потом уже, И вот в этом веке, вот 17-18, там уже были такие вот ценные работы. И вот до того, что они больше брали, чем у ювелиров. Ценились такие работы. А сегодня как дела обстоят? Сегодня вот именно на рынке косторезном, немалую вот рыночную занимает. Есть такое, вот именно продажа, заказы в магазинах, покупают на память туристы, заказывают. То есть сувенирная продукция. Сувенирная продукция. На память. Именно о регионе, то, что отличает наш регион, допустим, от того же Магадана, скажем, или от той же Чукотки. То есть у нас своя школа костореза. У нас своя школа, якутская резьба, вот есть холмогорская, там уже ажурные, тобольская есть резьба уже как вот мороз по стеклу типа такого, а прямо кружево, морозное. Чукотская, она там уже царапается, делается на клыке-морже. И они уже, техника резьбы уже другая. Совершенно другая, она зависит именно от того, от климатических, на каких-то географических. Якутская резьба у нас миниатюрная, была.
с искажением вот именно фигур, но характерные черты лица, орнаменты, сетчатые, вот такие вот с орнаментами все работалось, да, и вот миниатюры. И то есть именно получается фигуры. именно вот эти фигурки, они как раз отражали именно вот наш быт, нашу Наш культуру. быт, наша культура. Именно да. наши орнаменты. Ага, Поэтому орнаменты. вот, как вы говорите, это Да. таким образом сформировалась наша якутская школа. Да, якутская сформировалась, наша якутская вот культура вот именно по резьбе из кости, да, наши вот старшие вот резчики косторезы, да, вот самые знаменитые, они вот уже зародились и вот сделали нашу вот якутскую резьбу. И вот славится вот по России, да, вот уже как вот, 4 вот школы как бы, да, или 5 вот. Холмогорская, Тобольская, Якутская, Чукотская. Вот. 4 школы. Да. 4 школы, которые гремят на весь мир, в общем-то, да. И теперь мы сегодня можем отличить именно нашу якутскую школу. Скажите, пожалуйста, могут ли мастера сегодня напечатать, вот, допустим, вот такую фигурку на 3D компьютере? Ну никак, да, из кости? Да, сложно будет. То есть я хочу сказать, что эта работа все-таки, она именно ручная. Ручная работа. Ручная. Хотя сегодня используются какие-то материалы. Я вижу, приспособления технические какие-то. На сегодня это у нас что? Вот, У нас сегодня будет бормашина. Так. Вот будем делать брелок из кости рога лося. Лося. Ага, лося. Вот. А так вот рога лося. Вот, Ой, вот они как выглядят. примерно, да? Ой, вот. я близко никогда не видела. Вот. Ну надо же. Когда вот была-то вот такая. Мне казалось вообще издалека, что это как бы дерево, на дерево похоже. Ну вот и выпилено так очень. Оказывается, это да, выпиливается, лосиные рога. потом уже вот такая вот пластина выпиливается с этого. А да, как вот выпиливается? такая. Прямо есть такой вот Ага. пила какая-то? Да, можно вот пила. А можно но- обычной но пилой по металлу, например, дома? по металлу, не Ну, а по дереву. сходил там да. муж на охоту. Не по дереву, Принес а лосо. именно по металлу, когда с мелкой зубьями пила. можно. Да. Или у нас есть вот станок вот распиловочный. Ну да. То есть у вас чтобы уже чисто быстро, профессиональный, да. Ага. поскольку это все-таки колледж. И пилим, вот такие получается, вот такая. Потом уже Пластиночка. обрабатываем, да, фигуру, да, уже примерно вот такую приходится вот форму меняем, да. То есть получается, смотрите, она вот здесь вот заготовочка, она имеет вот такую вот, но она гладенькая, а вот это вот, тоже шершавенькая. То есть вы дополнительно еще как-то не шлифуете, да? Или нужна После шлифовка? распиловки, да, шлифуется. Обязательно А можно шлифуется. вручную, допустим, вот Вручную. абразивные, как Да, они называются? абразивные. Сперва вот крупной наждачной шкуркой да, обрабатывается, потом уже мелкая. То есть Уже- несколько видов да. наждачной бумаги, и можно Да, вот сперва самим. крупной обрабатывается, да, потом уже средней и мелкой. То есть уже происходит будет- шлифовка шлифовка. вот этой заготовочки. Ну вот, мы отшлифовали. Вот эту дырочку каким образом мы проделали? Мы уже сделали, заготовочку сделали, дырочку уже мы делаем фрезой, вот, шариковой, да. Шариковая мне самая нравится, да, она Ой, зубной кабинет сразу да, вспоминаю. делает по-разному, разные действия можно делать, да, можно дырочку сделать, можно даже вот объемные изделия, фигуры можно сделать, и вот такую вот дырочку мы делаем. Вот так вот. Или выпилить какие-то выемки, да, Да. допустим, вот на фигурке. Ну вот мамонт мне прям безумно нравится. Очень красиво. И это все вот сделано, изготовлено уже мелкой фрезой, да? Да, Табукино? уже Ну, то есть инструмент должен быть достаточно таким вот, широким, как у вас. Да. Это очень много Фрезы разные, вот, разного размера. разного размера, фигуры, вот, и делаем. Хорошо. Лазарь Лазаревич, мы поговорили про школы. А скажите, вот эта заготовка, мы можем ее оставить, вот, допустим, верхний слой? Это же красиво. Да, вот боковой слой мы можем оставить, потому что мы показываем вот именно природную красоту саму, да, вот именно натуральную цвет, красота, вот и можем оставить. Тоже так же показать, что вот такая вот цвет природный. То есть вот так выглядел рог. Да. Если так включить фантазию, вот так удлинить, то получится рог.
Да, в основном мы так и делаем, оставляем натуральные. Но на ваших заготовках я вижу, что они у вас, вот верхний слой вы Да. сняли. Каким инструментом это все снимается? Можем вот наш шлифовальный станок убрать, да, можно вот уже фрезой, вот уже крупными зубьями, да, можно уже делать, Сточить. сточить. Ага. Для того, чтобы сточить, да, мы уже заранее рисуем, какую фигуру мы хотим, да, Ага. рисуем карандашом, какую фигуру мы хотим, потом по этой линии мы уже убираем. Ага. Ну, здесь прям вот просится, поскольку материал у нас получается, ну, вот такой вот немножко овал, да, то, собственно говоря, у нас и фигурки получаются овального, Овальными. овальной формы. Овальной формы. Ага. А сейчас мы будем делать вот такой вот брелочек, да. Сперва мы делаем окантовку, вот, именно вот край. Это у нас вот якутов, да, вот саха, народа саха. Вот, орнамент всегда делается и вот должно вот, ну как забор, да? Огородиться. Огородиться. То есть мы огораживаем. Огораживаем, это как оберег наш, самый знаменитый вот у нашего народа, да, вот именно оберегать себя, близких, семью. То есть вначале карандашом. Карандашом вот рисуем. Потом уже вот начинаем работать, да, вот уже фрезой. Мы сперва вот наружную часть нарисовали, берем фрезу, вставляем, включаем, да, и оборудуем. Тут уже работаем, да, вот, и просто нажимаем таким образом. Это конусная фреза, и только вот линии, да, приходится, и нажимаем вот таким образом. Вот несколько раз подровняли, и каждый вот начинаем вот таким образом идти дальше. Идем вот таким образом. Потом уже, когда вот верхняя часть, да, уже, это, ну, получается орнамент, как солнце, да? Мы сперва делали вот так, потом переворачиваем и начинаем отсюда. Вот то, что вот вышло, да, между ними уже начинаем вот таким образом. Двойной получается. Двойной. Тоже рядышком. Такими движениями. Не спеша, аккуратно смотрим, да, как делается. И таким образом у нас получается объемная такая вещь. Да. При работе вот таких инструментов, да, вот бормашина, когда вот держим, соблюдаем технику безопасности, и держим крепко, да, вот именно вот таким образом. Еще есть вот добавок, да, якутская резьба, мы держим вот таким образом. А тобольские, холмогорские не так, а держат как ручку. И работает вот таким. Я бы тоже так бы работала сейчас. Они работают вот таким. Как мне ближе, что ли, якутская резьба, как ручкой. все вот так работаем вот таким образом. Держим вот как ножом. Да, как ножом. Ну, то есть... Держим, вот это держим, фиксируем пальцем не отдельно. Отдельно если делать, да, уже как-то неаккуратно получится. Вот фиксировал, да, большим пальцем и вот так нажимаем. Держим крепко. Держим крепко, инструмент, да. И само изделие будущее. Само изделие держим. Ну, да, вот орнамент можно придумать свое, разное, да, сделать. А это нужно вот нажимать прям как-то сильно? Да, вот нажимаем, сперва вот легко, вот где надо, да, нажимаем чуть-чуть, потом уже заходим внутрь, вот, уже вот там уже глубже получается. Посильнее уже нажимаем. И вот наметил вот таким образом, да, уже потом уже делаем. Ну, когда уже научитесь вот таким делать, да, уже начинаешь работать уже быстро. Получается, да? Перевернули.
Очень красивый. Получается вот как переплетение какое-то, да? Очень красиво. А вот раньше, буквально раньше, бормашина, она ведь появилась не так давно, да? Как мастера работали? До Ножами? этого, да, вот были другие фрезы, да, вот бормашины, там самодельные еще были. У нас вот именно вот в нашем, да, работали вручную. Намочили, там делали ручными вот этими пилками, всякими работали, ножами. А вот когда вот ездил в Тоболь, там посмотрел вот именно тобольскую фабрику. У них бормашины вся своя. Они все сами придумали, даже пилки, которые вот пилят, они все сами делают. Они не покупают, они изготавливают сами. Какие мастера? Да, вот сами придумали, там работает мастер, который работал его дедушка. Его дедушка работал, потом отец работал, потом он сам. Он работает. Ну, то есть такая вот династия. Династия резчиков. Костерезы, да. И вот получается вот такие. Ой, как красиво! Как красиво! Это получается, вот мы повторили вот тот узор, который у нас вот. То есть как бы по внешнему краю мы прошлись, да, а по внешнему краю, а затем мы прошлись по внутреннему краю, наоборот. И получился вот такой красивый, прям треугольничками, да? И выемка такая получилась. Потом уже рисуем цветок. Уже сам цветок, сардану мы решили Сардана. сделать. Сардана, вот именно вот сардана, да, цветок нашей края, вот республики Саха, вот даже есть вот символы, гербы улуса, да, Лунгинский улус, это представляет вот сардана, вот герб сарданы. То есть это такой легендарный Это, цветок, да, вот цветок очень почитаемый. Почитаемый, как бы еще тотемный можно назвать. Вот показывает, да, Легкий. фрезы, да, продается сейчас, да, можно заказать. А вот я сейчас показываю фрезы, которые, да, мы работаем сейчас в данное время. Получается только вот две, ну даже три. Три фрезы и все. И мы делаем вот такую работу. Так. Вот шариковой мы уже сделали дырочку, а вот такой фрезой мы сделали орнамент. И вот такой вот сейчас вот маленькой шариковой, да, будем делать вот. Вырезать уже узор. Очень. Вот Поскольку здесь цветок. он такой очень изящный, да, работа тонкая, соответственно, и фреза должна быть по размеру, ну, соответствовать. Рисунок такой очень выпуклый получился у нас вот здесь. Не то, что выпуклый, ну, четкий и понятный, да, вот смотрите, это сардана. И сейчас мастер будет уже вырезать конкретный цветочек. Вырезаем уже вот шариковой маленькой, да? Тоже чуть-чуть, по чуть-чуть идем, намечаем, потом уже, да, чуть-чуть нажимаем и вот уже углубление делаем. Линии. Вот шариковая хорошо, что она идет по-разному. Она круглая и идет по разному углам. Я тяну его обратно вот таким образом, да? Опять-таки обратите внимание, как мастер держит фрезу в руках, зажимает. То есть как нож. Вот когда мы что-то чистим, картошку, например, Да. вот примерно так. Но здесь работа очень тонкая. А в вашем колледже вообще насколько популярна вот эта профессия резчика? Да, Ребят много поступает? достаточно популярная, поступает, да, к нам, да. В основном мальчики, наверное, парни? В основном мальчики, да, девочки тоже есть. Они тоже работают. Вот сейчас в данной группе, вот на 3-м курсе основные девочки. В основном девушки. Девушки, обучаются. Делают разные фигуры, семестровые работы, в конкурсах участвуют и вот побеждают.
НПК, конкурсы, молодые вот мастера там участвовали и занимают вот почетные места, выигрывают иногда вот. А кем Шаг они будущего. будут работать потом? Это уже действительно на Когда, труднике когда, или да, как? в нашем колледже, когда поступает, после окончания они получают вот диплом, да, специальности художник, мастер, преподаватель. То есть они могут преподавать? Да, уже могут преподавать в дополнительных школах там по технологии. Как дополнительное образование, да? Да, Педагог как- дополнительного образования. Так тоже можно, да, вот именно по костарезному, как художник, мастер. А интересно, вот во многих школах у нас преподается косторезное искусство, ну, в наших школах. Вот вы готовите специалистов? Ага, вот в наших школах есть косторезный, вот колледж у нас есть, да, и колледж художественный училище, да, и в школах дополнительных образованиях тоже есть косторезные, в школах есть кружки, занимаются тоже косторезным, тоже делают. У нас вот Ой, есть подождите, а у вас, смотрите, другой Вот это уже какой-то вы надели. Это какой? наждачная шкурка, да, просто шкурочка. уже чистим вот то, что мы сделали. Почистили, это уже А, кстати, убираем лишнее. пыль. Всё. Да. Ой, как красиво. И уже готова наша брошь, да? Наш кулончик, это не Кулончик. брошь, кулончик наш уже готов. Посмотрите, какой он красивенький. Цветочек у нас очень получился изящный. Вообще узор, надо сказать, весь отличает такая легкость, даже ажурность, да? Очень красиво. И вот такие наши национальные мотивы. То есть вот такой кулон можно подарить, да, своим родным изготовить. Да, вот на можно 8 подарить. марта, например. Или на день рождения супруги, например. Или девушки своей. И вот такой кулон, ну, допустим, свой узор ведь вы придумаете, он будет совершенно оригинальным подарком, да? Такого подарка, ну, точно ни у кого не будет. Потому что это не штамповка, это ручная работа. Покажите, пожалуйста, еще раз вот наждачную вот эту штучку, да? Ага. Да, вот. Вы сами ее приделали там на резиночке Вот это или как собрали? сами сделали, да, вот это То мы, есть это ваше ноу-хау? вот приобрели от ювелиров, да, ювелиры они так Точно так же используют, да, работают, да, используют. Ага. Для чистки, да, То есть обработки, наждачную да. бумажку, я так поняла, ее наждачную просто собрали вот так и вот резиночку. рулетиком, и резиночкой, и пожалуйста. А скажите, вот этим, ну вот приспособлением можно ли вот почистить, ну, например, запачкался, Да. или его можно помыть чем-то там, моющими средствами какими-то? Можно почистить Со вот временем. наждачной шкуркой. Или наждачной да, шкуркой почистить. Мелкой наждачной чистим. После этого еще полируется. А чем Можно полируется? полировать его на полировальном станке. Там уже полируется, тогда становится уже блестящим. Очень Да, вот блестящий. такие И такой вот глянец получается, да, вот интересно. А мне казалось, что вы покрыли вот эту фигурку каким-то лаком, нет? Нет, это уже полировка. Посмотрите, как здорово. Вот какие чудеса творит полировка. Но здесь нужен все-таки станок, да? Да, А в ручных условиях можно там отполировать до блеска? Ручным, да, вот тоже продается вот такие, нет, полировальные, да, маленькие, там можно полировать. А можем попробовать вот показать вот на этом, как работает вот ваша? Это просто щетка, вот приспособление. после полировки можно почистить вот таким Давайте. образом. Да? Попробуем После полировки почистить. эта щетка, мы чистим пасту, да, от пыли, чистим. Когда мы делаем самое мелкое, обрабатываем, да, потом уже становится полировать уже легче. После этого уже мы полируем. Ну да. И уже совсем вид другой немножко. Вот прям, знаете, прям преображается наш кулончик. Он становится более аккуратным, более таким, в общем, дороговизна, скажем так, этого изделия, она прям растет на глазах. Иногда вот большие изделия, да, вот, чтобы полировку не теряли, есть уже современные лаки, да, вот, лакируются, да, вот уже акриловые лаки там есть.
там уже можно. После Уже полировки акрил. все-таки покрыть можно чем-то Да. сегодня, да? Ага. Мгм. То есть чем, ну как бы скажем так, преимущество вот таких покрытий? В чем преимущество? Они уже будут служить долго, Защищать они будут от защищать, они различных. не потрескаются, да, Мгм. уже. А вот рок-лося, вот она вот сама по себе очень хорошая, да, вот Крепкая? крепкая, Мгм. а, уже вот показывает красоту, Мгм. в основном, да, вот в нашем регионе, вот республики. Работаем из рога лося и бивня мамонта. Мгм. А тобольские работают, тоже рога есть, ну Мгм. да, чуть-чуть, и бивень мамонта, но в основном их фишка работать из кости. Крупных рогатых скотов, да, из Ну, то колес. есть Это кость, кость кого? Коровы? да, вот. Коровья кость. Ага, они Мгм. срезают там Мгм. и делают вот такие А. фигурки, приклеивают, создают вот такие Мгм. прекрасные Мгм. работы. Мгм. А какая самая вот уникальная школа, на ваш взгляд, вот чему можно еще поучиться? Вы сказали, вот тобольчане, они изготавливают все инструменты сами, своими Да, руками. А сами. наши якутские мастера чем могут похвастаться? Наши якутские мастера, они делают вот свои узоры, орнаменты, Мгм. обереги, Мгм. да, Мгм. оберегают человека вот, от всего, да, близкого нашего. Мгм. И делают вот наши фигурки, уже свою культуру нашу показывают, да, Показывают, ага. чтобы сохранить нашу вот Мгм. именно культуру. То есть вот такие, допустим, сюжетные композиции, вот как вот Мгм. здесь вот, да, это оленевод. Конечно, Мгм. оленеводческая культура у нас, Мгм. ой, а здесь руку вот шатается Да. немножко. Это отдельно приклеивали, да, видимо? Да, отдельно Это, ребята, приклеивается. это работа студентов. Это работа студентов. Мгм. Ну, смотрите, как красиво. И вот здесь именно студент поработал с полировальной машиной, да? Да. Ну, где-то вот здесь вот, ну да. Здесь мы можем даже показать, где станок как-то не Мгм. прошелся. Да. Вот, это вот такая работа. Это первокурсники? Да, Вот это первокурсники. да. Друзья мои, оказывается, вот над мамонтом поработал первокурсник. Ну, мне кажется, это просто вот такая очень красивая работа. Ну, на мой взгляд, такой вот, мне кажется, высокопрофессионально, очень красиво. А покрывалась эта статуэтка, допустим, ну вот эта стелла, ну, лаком, вот такое ощущение, как будто покрыта. Да, это вся полировка, Мгм. лаком мы уже не пользуемся, да, Мгм. вот, это все полировка, Мгм. полируется, станок есть полировальный, Мгм. и на этом уже полируем. Мгм. Дорогие друзья, ну вот получилась у нас вот такая замечательная фигурка, очень красивая, символ верности, любви, можно Мгм. сказать, да, это цветок очень почитаемый в нашей Якутии, и он украшает кулон. Этот кулон можно подарить, ну, кому-то своим очень дорогим, близким людям. Дорогие друзья, в домашних условиях, оказывается, это тоже можно сделать. Главное захотеть. Ну что, попробуем?